невозможно жарко. Да и дома попробуйте так сделать. Вот так сделайте дома. Пилил дровишки вот этой пилой сегодня. Первый поход. Всем привет из Коми. Сегодня очередной раз выехал в тайгу. Хочется просто посидеть у костра и заодно показать вам новую палатку, потестировать, так скажем. Сегодня такая пасмурная погода, снег идет, но начало потеплеть. Минус 17 градусов с утра было. Сейчас уже чувствуется, погода меняется в теплую сторону. Снег глубокий. Немножко поснимал, как едет буран. Буран едет с нагрузкой, с пробуксовкой, но, как ни странно, я смог заехать. Только в одном месте чуть-чуть забуксовали и все. Вот. Снега очень много. Снега очень много. Я нахожусь, ребят, возле реки. В задумках у меня было сегодня еще здесь вот такой омут. Посидеть с удочкой. Но, как я наблюдаю, смотрите, возле берега все открыто, опасно. Не знаю, с чем это связано, но, блин, вообще открыто все кругом. Может и вообще там лед очень тонкий, не стоит туда уж лезть. Но все равно, ребят, возле костра посидим. Посидим и сейчас сперва надо найти в этой гуще леса какое-нибудь сухое дерево, чтобы развести костер. Вот такие дела. Вроде место хорошее. И у меня тут осенью был поход. Здесь я тоже возле костра отдыхал. Именно вот мне нравится это место, поэтому сюда я снова приехал. Вот так вот. Ладно, ребят, давайте. Приятного просмотра.
День хороший, вообще отличный для отдыха на природе. Вроде работу с лопатой я закончил. Железная лопата для уборки снега очень узкая. И первую поездку я в город, я себе куплю пластиковую лопату сантиметров хотя бы, чтобы 40 был. Ну, чтобы возить на санях. Здесь такая площадка будет для, как сказать, для палатки. И там еще уголок такой для костра. Ну, самую нудную работу вроде как закончил. Сейчас еще надо поискать дрова. Вот это самая сложная задача. Вот тут валежник лежит. Прям недалеко. Сломанное дерево или так свалилось оно. Да. Сейчас еще гляну, если не найду, можно отсюда испилить.
Давайте в двух словах, что у нас сейчас происходит. Сейчас я съездил за дровишками, нашел сухие дрова, такие полугнилые, но вроде как горят. Установил палатку и пришлось немножко отодвинуть костер. Блин, оказался палатка очень большая. Я-то думал, не такая она большая, но мама не горюй, размер. Вот. Сейчас я установлю еще печку. Вон туда, там она будет стоять. И, в общем, прикинуть, что к чему. Вот. Вот эта палатка. Алтай Комп. Это УП-2, наверное. Так, ладно. Вроде костер потихоньку горит. Ух, вспотел, блин. Ну, пока все, как сказать, хорошо у нас. Жалко, что вот только с рыбалкой не очень. Что-то вообще все время вот где что-то я тут ковыряюсь, но и одним словом не хочется туда мне лезть на. Все думаю. Идти на рыбалку, не идти, но думаю, не стоит. Если только вон там спуститься и сверху на этот омут подойти. А здесь вон что творится, блин. Хорошо. Надо скипятить чай, попить чаек. В первую очередь. Буду кипятить чай. Вместо воды будет снег. По-таежному. Все по-таежному. К речке можно сходить, но там глубоко. Снег глубокий, блин, берег крутой. Я лучше быстро-быстро. Он моментально там несколько раз добавляешь снега и вода получится.
Так, смотрите, сейчас уже кипела вода, да, и сейчас уже закипает, вот-вот закипит. Сейчас будем пить чай. Костер, надо подкинуть еще дровишки. Вот. Ну что сказать, ребят. Вот так все выглядит в палатке. Две плахи такие установил, чтобы, скажем, я сейчас здесь буду, как сказать, есть, чай пить. И вместо столика, вместо сиденья будет. Да и здесь, наверное, я это оставлю. Может, кто-то из попутчиков летом будут тоже грибники отдыхать. Вот. Печка греет хорошо палатку. Вообще офигенно. Я думал первоначально, что эта печь будет большая. Но, блин, я скажу вам, нормально. Не особо так и огромный. Вот. Честно, вот на первый взгляд, вот до этого у меня, ребят, были палатки рыболовные, на рыбалке много раз уже видели китайскую палатку, одноместная такая. Вот чай закипел. Сейчас я уберу. Вон он кипит. Конечно, мусора там тоже. О, горячо. Надо взять и на печку поставить. Тут вообще тепло в палатке. Хотя двери открыты, там все открыто. Вон сколько мусора. О, это витамины лесные. Вот так вот. И здесь я установлю. И здесь он, думаю, тоже кипит. Вон. Вообще закипело он, ребят. Надеюсь, видно. Потому что печь офигенно топится хорошо. Не знаю, куда положить. Вот сюда в уголок вставлю. Вот. И я сбился, что-то я говорил. А, точно. У меня это уже 3-я палатка. И до этого дед покупал, это 4-я палатка. Но я в своих видео еще не показывал. Потом рыболовная палатка одноместная, 1,5 на 1,5. В прошлую осень я показывал куб палатку, которая красная. Он очень тоже комфортный, удобный, очень даже неплохо. И вот это 3-я палатка. Это палатка Алтай.
Палатка Алтай. Блин, сразу скажу, моментально скажу, что все тут качественно сделано. Вот такое окно. Смотрите как. Еще козырьки. Никакой ветер не впадет, никакой снег, никакой дождь. Вот все продумано, как-то все четко сделано. Ну, здесь на липучках. Все на липучках. Шумит прям печка. Вот. Палатка двухслойная. Характеристику я лапшу вешать не стану. Там можете по ссылке перейти и посмотреть. А, вот еще молния, ребят. Смотрите, молния. Тут у меня здесь получается очень много запчастей, там всяко разных. Веревки там. Как она открывается. Покажу. Тут, ребят, они, конечно, не пожалели ничего. Вот сколько веревок тут. Вон они. Вот тут еще запчасти. Вот этот крюк вставляется вот сюда. Вот. Сюда вставляется. Это надо туда закрутить. Вместо этой трубки. Вон она. Эта трубка тоже, чтобы сейчас вот я буду убрать, как сказать, палатку. Без этой трубки я не смогу. Это как зонтик. Получается как зонтик. Вот. Ну вот рост у меня 1,80 м и до потолка вот такое. Если, скажем, вы не такой рослый, то вообще кайф. Да и я, в принципе, доволен. Вот что как. Так, ладно. Здесь вот, смотрите, окошечко с москитной сеткой еще. Вот с москитной сеткой. Трубки, где они у меня, получается. Вот тут трубки стальные. Вообще стальные они. Не какой-нибудь карбонат или еще что-то там. Стальные трубки. 10 миллиметров. Тут, это я еще дома оставлю. Я первый раз распаковку сделал. Вот тут, смотрите. Это крюки такие. Тоже крюки такие. Это закреплять все углы, когда ветрено. Это сегодня ветра нет и ничего. Вообще кайфово. А когда ветрено, все это закрепляется в землю. Или же веревками вот еще по углам. Вот тоже вот сюда закрепляется. Вот. Чтобы ветра не сдуло. Да и, блин, хорошо устойчиво стоит он. Но желательно, скажем, если на рыбалке, на льду, конечно же, эта палатка улетит, если вовремя не закрепить. Вот. Ну, что еще сказать, брезент, или я не знаю, промокает или нет, точно не могу сказать. Это первый выход с этой палаткой у меня. Вон на берегу реки. Тут не горючая какая-то материал. Дымит еще четко. Но здесь вот почему-то для этой крышки не сделано вот сюда какое-нибудь крепление. Я туда воткнул, но безопасно, небезопасно потом. Какая-то веревка там есть, но вроде окна не пожалели. Вот тут второе окно. Вот. Ну, снаружи вроде все показал. Камуфлированный цвет. Скажем, походы, ходить. Блин, осенью или летнее время вообще цены нет. Потому что не везде избы, да, и когда, скажем, вы, бывает, приходите в избу, там тоже много народу или еще. Вот. Такие артикулы. Ну что еще? Сейчас, наверное, заварим чай и попьем. Ну и по пути еще, может, что-то увижу, расскажу. Тут еще вот такой кармашек. Скажем, рукавицы ставить. Рукавицы поставить и от жары греется. Так. Хорошо.
печке, ребят, хороший жар идет. Надо попить чай. Немножко привыкаю, как бы привыкаю к жизни в палатке, потому что все как-то мечтаю пожить в палатке и с ночевкой куда-то сходить в палатке, такое выживание. Да и сам по себе интересно. Интересно, когда ты ночуешь в палатке там. Вот. Внизу снег еще не растаял, ничего, конечно. Это чтобы все растаять, это надо все везде закрыть. Ну, в принципе, давайте попробуем закроем дверь. Сразу потеплеет, моментально. Ух, комфортно будет. Ребят, 30 секунд прошло. 30 секунд и вообще невозможно жара становится. Ну, давайте в тепле отдохнем. Посидим. Ух, пипец. Жарко стало. Ой. Немного закрою. Так. Чай пока заваривается. Фух. Невозможно жарко. Фух. Очень жарко, ребят, поверьте. Фу. Как она открывается вообще. Пипец, столько всего тут. Нет, тут можно ночевать. Тут вообще комфортно, тепло. Взял сегодня кильки. Вот такие кильки. Лук. И хлеб. Мой нож. Это как бы свой нож охотничий, вот такой убитый. Но еще рабочий. Он еще много чего может. Он удобный, маленький. Фу, тут можно ночевать, реально можно. Да. Хорошо. Жарко, конечно. Сейчас бутерброд сделаю. Хлеб. И что есть, куда-то туда закинем. А есть у нас лук. Слышите журчание чайника? Вот это настоящий звук. Настоящий звук природы, похода. Это когда журчит чайник. У меня банка, но вот все равно чайник. Я когда на второй избе на охоте, на промысле,
Вот я уже на нарах лежу, и вот так журчит чайник. Ты просто усталый тоже вот отдыхаешь. Но вот сейчас вот, если взять, вот я... Давайте, ребят, немножко поболтаю. Без этого я не могу. И вот, скажем, ты уже придешь усталый вот с похода, и чайник журчит. И вот так же сейчас я вот тоже... Я приехал сюда, вот, ну, недалеко уехал от села. И у меня кучу времени уже ушло на все это. На уборку снега, на установку палатки. И заготовка дров, костер, чайник. Все это время и силы отнимает. И вот тоже вот сейчас я в тепле, я бы тоже вот сейчас я лег бы и немножко отдохнул. Вот. Ну, конечно, если я поеду куда-нибудь с ночевкой с этой палаткой, я, во-первых, это получается по длине вот эти доски спилю, где-то 2 метра, и вот так параллельно этой печке поставлю. Вот так. Если сейчас я лягу, это для меня тут места мало. А вот, скажем, если вот с того угла, где вот у меня видеокамера, уже лучше будет. Но реально в этой палатке можно переночевать. Я вот когда заказал такие кильки, когда я заказал эту палатку, уже заказ я сделал, уже палатка в пути была, я думал, блин, по размеру я не угадал. Думаю, он же маленький для меня будет. Но вот сейчас я уже, это я вижу, что для одного человека, скажем, одного человека, ты куда-нибудь поедешь на снегоходе, запросто вот ты взял и смотрите, что я буду делать. Вот так. Вот ты сел на буран, там загрузился и взял эту палатку. В любом месте ты можешь установить, в любом месте, и переночевать. Без вопросов. Никто тебе никакой претензии не даст. Для этого и эта палатка вот хороша. Есть еще, конечно, размеры больше, но они тяжелые, слишком тяжелые будут. И ну, если в компании тоже уже можно. Но для одного человека эта палатка, это УП, наверное, 2, получается, Алтай. Вполне достаточно. Знаете, вот некоторые любят там рыть эти землянки. Я вот смотрю, вот люди вот этим больные, блин, но вот мне лично это не тянет. Мне вот такой романтики не надо. А мне вот, скажем, вот в палатке посидеть, это да. Потому что, знаете, у меня детство. Я с детства знаком с этой палаткой. Мы когда... У нас еще когда не было избы. Ни первой избы, ни второй избы, которые вот в моих фильмах видите. У нас была... Мы ехали на сенокос, у нас была палатка, брезентовая палатка, которая вот с такой крышей. Такой. Мы стелили туда вот столько, где-то почти 70 сантиметров сена. И туда мы ставили палатку, и на сеновале, получается, на сеновале вот ты спишь. И запах этот, вкус сена, вот всю ночь ты дышишь этим сеном. Аллергия, все это есть, конечно. И надышишься там, но и в то же время такой аромат, действительно, вообще комфортно. Вот что у меня получилось, ребята. Так что вы езжайте в походы, покупайте палатки, загружайтесь в любую машину, загрузились, поехали на природу, отдохнули там, надышались свежим воздухом, съели обычные кильки, вот такие. И, знаете, на сотни раз это полезнее, чем вот эти Макдональдсы.
Это по-настоящему. Да. Да и дома попробуйте так сделать. Вот так сделайте дома. Для детей. Должны спасибо вам сказать. Очень вкусно. И чай у меня. Знаю, многие готовы мне писать, что чай из снега это вредно. Но действительно это вред несет, я не знаю, в организм несет нет, но по зубам дает вода из снега. Эмальная, она крошится. Реально вкусно. Офигеть. Я рад, что сегодня выбрался. Наконец-то я давно уже хотел, но не получалось. А сегодня, думаю, надо уже съездить, сходить, отдохнуть. Проверить эту палатку, во-первых. Проверить эту печку. Все работает, все ништяк. И вот сейчас я закрыл дверь. И уже снег, уже все. Уже стал этот, как сказать, сырым. И уже начинает таять. Так, еще забыл сказать. Ну, там у меня вот, когда показывал там веревки, там еще есть, кроме этого, кусок ткани такой же. Это еще с этой палаткой идет тамбур, предбанник типа. Можно также вот там молния, я забыл вот сказать сразу. И можно там, вот ветер поднимается, снег вот на этот, как сказать, на палатку попадает. И предбанник там на молнии ставишь, и можно там еще сделать. Ну, это летом можно, в принципе. Стенки теплые. Теплые. Здесь чуть-чуть прохладнее. Но тут крючки есть. Можно сюда, скажем, что-нибудь повесить. Или еще какой-нибудь третий слой сделать. Ну, я думаю, не замерзнете, вот когда будете зимой ночевать. Нет, не должно. Вот так. Ну что, я продолжаю есть. И пить чай. По печи я вот расколол дровишки, как обычно, как в печи, в избушке. Но тут дверца маленькая, и дровишки надо расколоть помельче. А так греет офигеть хорошо. Вот 5 полен я закинул, примерно уже час горит.
Это, считай, не полностью у меня еще закрыто. Но печка экономка. Вот. Ладно, ребят, сейчас я поем нормально. Да. Шито все аккуратно. Никаких ниточек я не увидел, чтобы торчат какие-то нитки. Так. Наверное, еще в комплекте идет пол съемный. Там тоже были какие-то материалы. Наверное, еще можно пол постелить. Но это ни к чему. Вышел на улицу. Палатка жарко. Короче, ребят, кому интересно, вот такое количество веревок, крепления, что я уже показывал. Вот это железки. Сейчас вот это металл 10 миллиметров железное, все железное в этой палатке. Это для тамбура. Вон там тамбур. Вон он. Это я тоже дома оставлю, мне он не нужен. Железки тоже оставлю. Вот это все тоже оставлю, лишний груз. Ну, я смотрю еще вот это. Вот тут такой вот белый материал. Не знаю что. Это, я так думаю, что или несгораемый материал. Не знаю. Так, если по инструкции там... Так, не знаю. Тут ничего не написано. Вот еще что-то. А это что? Это я вообще не видел. Какие-то вот кармашки. Куда-то это все закрепляется тоже. Это куда-то все закрепляется. Честное слово, это я не в курсе, что это. Короче, много чего тут еще положили. Здесь еще окна. Это на липучка. 2 окна вот такие пластиковые. Не пластика, вот какой, не знаю из какого материала. Как полторашки сделано. Но пластиковая бутылка. Вот. То же самое материал. Вот. Если что, если кого заинтересовала такая палатка, я ссылку оставлю в описании под видео. И между прочим, еще вам сделаю скидку по моему промокоду. Там все в описании оставлю. Тут еще вон столько веревки.
печки. Это вот это надо разбираться. Я первый раз открыл, толком ничего не знаю. Так, ладно, сейчас пока подождем, пусть остынет печка, там вообще жара. Еще раз показываю, тут москитные сетки, даже 2 слоя. Во-первых, москитные сетки, сам по себе палатка двухслойная. Можно использовать что летом, что зимой, это все сезонная палатка. Вот. Ну вот так все выглядит. Вот. Немножко я переделаю под себя эту палатку. Переделаю это, знаете, вот труба у нас вон там, с задней стороны, вот тут. Ну, вон там. Это первый корпус, второй, скажем, и третий отсек вот этот, между этими, как сказать, проволокой. Я это отверстие вот тут сделаю, вот тут. Все исправлю. Оттуда все сниму, этот, как его, несгораемый материал, а сюда все аккуратно пришью. Вот сюда. И здесь вот все будет выглядеть вот тут. Вот. Печка будет стоять вот здесь, при входе. Если установить вот сюда печку, вот сюда, здесь пространства больше будет. Здесь столик можно поставить, как сказать, нары сделать. Вот. Не знаю по размеру, сейчас надо прикинуть, установить, как остынет печь. И попробовать посмотреть. Может сюда вот этот, что я показывал, вот сюда, наверное, вешается. Он коричневый, вот, как бы там с кармашками, который вот сюда прикрепляется, вот сюда. Кармашки до хрена вон там, здесь окошечко. Там поддувало снизу. Вот. Это надо все придется разбирать. Это несгораемый материал. И все это пришить вот сюда. Вот сюда. Конечно, возни будет, но переделать надо все под себя сделать. Если, скажем, под заказ было бы, может и... Но здесь вот печка в середине стоит, как будто не на месте. Мне так кажется. Все мы разные, и зрители разные, и люди разные. Но посмотрим. Если переделаю, вы будете видеть в моих фильмах. Вот. Костер тоже уже гаснет. Вот такой вид здесь. Все в снегу. Очень много снега. Буран, работяга, ледобур. Ну, я хотел еще вот на рыбалку, но что-то мне как-то неохота. Честное слово, неохота. Блин, можно искупаться запросто. Что-то не тянет меня на лед. Вообще не тянет. Потому что увидел, как эту картину, все. У меня интерес пропал к этой рыбалке. Там, наверное, наледь, потому что снег где-то 50 сантиметров на льду снега. Потом наледь. А под наледем хрен знает, что творится. Лед тонкий. Вот. Ну, здесь, в принципе, все можно переделать. Здесь зашито вот тут двойным, как сказать, двойным швом. Вот тут один, второй здесь. Это можно аккуратно все снять и туда уже пришить. А это дверцы закрыть. И все окей будет. Вот так вот. Но, думаю, лучше переделать немножко. Хорошо. Просто отдыхаю в тишине, в спокойствии. Когда ты приехал, скажем, на вот рыбалку, вот именно чисто рыбачить, ты
просто не отдыхаешь. Ты ищешь рыбу, сотни лунок надо сверлить. Физически надо тоже ходить много. А сейчас я просто вот отдыхаю. Пилил дровишкой вот этой пилой сегодня. Первый поход. Ну это, считай, второй. Первый поход у него был, как сказать, дрова заготавливал. Это, а так поход первый раз взял. Вот. Пилит нормально. Сейчас бензин, наверное, бак, наверное, я сжег. Потому что продольно сегодня немножко попилил. Но больше половины бензина ушло. Примерно 100 мл еще тут есть. Так в бак влезает 310. Масло, наверное, также ушло. А нет. Между прочим, масла мало ушло. Как ни странно. Я вот закрутил. Может, немножко надо ослабить болтик. Я и смотрю, как будто... Да нет, масло есть. Да, цепь в масле. Почему-то вот мало ушло. Цепь-то в масле. Не знаю, видно, не видно потом. Вон, видно, как масло. Вот тут. Вот. Пока доволен я этой пилой. Пилит и пилит. Такие походы вполне достаточно, скажем, дровишки спилить. Это я, скажем, если лесовоз там дома, дрова заготавливаешь. А так, вполне достаточно. Он не такой тяжелый, во-первых. 4,7 килограмма. Не такой огромный, такая компактная пила. А то, что, скажем, помощнее, уже и размеры мощнее, они тяжелые. Скажем, если вот ты, ну понятно, если ты на технике приехал, ты возишь, таскаешь. А бывают такие моменты, что в походах приходится брать с собой, как сказать, в руках тащить. Там тропинка охотничья, путики там прочищать. Большими пилами тяжело. А такие пилы. Штиль 180, не знаю по какому весу, но от 180 по мощности вообще не отстает эта пила. Вот, ребят, та самая печь. Тут такие ножки вот складываются. Очень удобно. Вот это хороший плюс. Тут еще такая перегородка стоит. Это говорит о том, что пламя не сразу в трубу, а здесь немножко задерживается, и тепло еще больше держит. Вот.
В принципе, вон снутри как все выглядит. Это потолок двойной также. Интересно сделано. Отверстия там, надеюсь, видно. Что-то вообще первый раз такой конструкции вижу. Интересно. Это говорит о том, что плита жар будет дольше держать, потому что пламя там не моментально в трубу идет. Вообще класс. Печка хорошая. Ну, размеры, скажем, 5, 10, 15, 25 на 25, думаю. 25 на 25. А по длине, так, раз, два, 4, 5, 6, 7, в общем, ну 40. 45, наверное, примерно. 45 на 25. Вот. Здесь еще вот такая защита такая, как бы жар от печи. Здесь для безопасности. Ну, не тяжелая печка. Тоже ништяк. Я думал огромная, но самое то. Конечно, можно еще чуть-чуть покороче. Вот, сантиметров 10. Если для этой палатки вполне достаточно на сантиметров 10, если поменьше печка с размером. Вот, с трубой классно придумано. Не мешается. Смотрите, ребят, еще что-то я увидел вот в этом отсеке. Это закручу я в потолок, чтобы собрать это, наверное, вот это, наверное, получается пол. Это тоже лишнее. В принципе, чтобы в палатке не было лишнего груза, я отдельно беру отсюда. Ну, это закручивается вот сюда. Потом, как зонтик, все убирается. Легко и просто. Вот так вот. Вот это так и будем убирать.
хорошая сидюшка, но, знаете, для ночевки еще, ну, третий ряд надо. Или же можно, скажем, из дома вот 3 доски таких, скажем, 20 сантиметровых, 3 доски взять, на дно своих саней положить, и чтобы уже не заморачиваться, там, резать пилой в тайге. Каждая минута дорога, конечно. Лучше с собой возить тоже эти 3 доски. На 2 чурки поставил, и вот тебе лежанка. Можно в полевых условиях также плахи сделать. Все можно. Вот. Что еще? Уже начинает темнеть, и до темна я уже собрался и поеду обратно домой. Просто я провел время, отдохнул. Мне было очень комфортно. Посидел на свежем воздухе, попил чаек, съел бутерброд из обычной кильки, лук и хлеб. Все я показал. Все по-простому. Вот. Редко, конечно, так получается. Тоже выходить я уже, считай, с ноября месяца практически походу сейчас не ходил. Ну, сейчас дело идет к весне, может, почаще будем ходить походу на рыбалку. Хочется также с ночевкой, с этой палаткой куда-то съездить. Ну, посмотрим, как получится. Все буду снимать, показывать. А на сегодня видео буду заканчивать. Всем большое спасибо за ваши просмотры. Кому интересно заказать такую печку, палатку, ссылка в описании. Посмотрите. Ну, просто посмотрите, там понравится. Может, выбор там есть большой. Не только, вот, скажем, одноместная палатка или двухместная, там и большие палатки есть. В любой поход так загрузился, поехал что на машине, что на буране, в любом месте установил, переночевал и дальше поехал. Было бы желание и время. Вот так. Одним словом, все. Пока. До новых встреч. Ждите новые фильмы и будьте здоровы. А я, ребят, поеду-то есть. Потому что на лед уже вставать сегодня не стану. Потому что прямо на глазах все открывается. Сейчас я покажу. Если с утра было вид такой какой-то вот еще, а сейчас вот все шире становится. Это промоина. Там кругом вот вдоль берега и там вот выше, там если посмотреть, тоже до поворота почти все открыто. Рыбалка другой раз как-нибудь, но не сегодня. Ладно, ребята, я поеду домой. Все, пока.